Ну а мы продолжаем наш эфир программы «Самое время». И такая информация. Представители Северной и Южной Осетии изучают древние архивные рукописи в поисках образцов письменности алан. Будущие ученые были направлены Владикавказским научным центром РАН в Институт востоковедения Российско-Армянского университета. Учеба, собственно говоря, в университете будет проходить в течение 2 лет, после чего у представителей Осетии есть возможность продолжить обучение в аспирантуре. Группа пройдет магистерские курсы в Институте востоковедения, изучая армянский, новоармянский, староармянский языки, и затем будет работать с материалами, хранящимися как в Матнадара, извините, так и в других архивах в поисках фактов о нашей древней истории. Главное требование к претендентам – это хорошее знание остинского языка. Претендентов отбирала специальная комиссия, и сейчас с нами на прямой связи, прямиком из Армении, Яков Хитагуров. Это научный сотрудник научно-исследовательского института Южной Осетии. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте. Добрый вечер. Здорово. То есть вы нас слышите прекрасно, и есть надежда, что наш скайп таки состоится. А то у нас, знаете ли, случаются технические неполадки. Скажите, пожалуйста, Яков, вы сейчас где конкретно находитесь, и вот ваше обучение сейчас на какой стадии? На данный момент, прямо сейчас я нахожусь у себя в квартире. Наше обучение идет. Мы закончили 1-й семестр. Сейчас мы уже переходим ко 2-му семестру. Учеба, нам, как это правильно сказать, усилились темпы обучения, появились новые предметы, новые учителя. Первые 4 месяца мы осваивали азы первоначально армянского языка, фарси, то есть персидского. Значит, нас ввели, значит, в иранскую филологию, начали ее объяснять. Конечно же, мы изучаем и историческую географию региона, в первую очередь это Иран, и Арьян-Ваежа, то есть Арийский простор, к которому мы с этим так или иначе имеем отношение. И, конечно же, это работа с древними текстами. Первые шаги уже сделаны. Расскажите более подробно о работе с текстами, что она собой представляет, вот в условиях того, что вы только и начали изучать, только изучаете армянский язык, и тут важны нюансы именно понимания и остинского языка, и армянского, древнеармянского в частности, чтобы делать уже какие-то выводы, исторические какие-то новые открытия. Яков, момент. Мне просто интересно, сколько языков у вас в багаже? На данный момент я владею, конечно же, родным осетинским, русским, английским, грузинским. И еще изучаем, конечно же, армянский и, соответственно, фарси. Здорово. Тогда, пожалуйста, ну, да, и вот вопрос по поводу работы с текстами, что для себя вот на текущий момент, имея те знания, которые у вас сейчас есть, вы уже почерпнули? Скажу так, для меня это что-то новое, потому что я так-то историк по образованию. Но, приехав сюда, знаете, мой учитель, человек, который вел меня в науку, наш известный ученый Юрий Сергеевич Гогой, то он меня всегда просил об одном: научись работать с источником. Этот день настал, и, в общем, в Матнадаране, благодаря помощи нашего прекрасного педагога, ведущего специалиста Матнадарана Хайка Эрджаниковича, мы начали работать с текстами в следующем виде. Он приносил нам, например, сначала он нам просто объяснил, что из себя представляют древнеармянские тексты, какие существуют шрифты, с какого по какой век какой именно шрифт использовался, какие имеются нюансы. Далее он нам приносил на расшифровку страницы из разных текстов, будь то какие-то церковные тексты, или какие-то исторические заметки, или даже хозяйственные. Некоторые были написаны достаточно красивым почерком, очень красиво, торжественно. Их было легко читать, потому что мы все-таки хорошо овладели армянской азбукой.
Но иногда приносили тексты, где нужно было действительно проявлять чудеса, так скажем, изобретательности, потому что иногда что-то не видно, какая-то буква очень потеряла уже со временем свое, значит, очертание. Там и интуиция помогает, конечно же, и свои собственные знания. Ну и, конечно же, наш преподаватель всегда оказывал нам помощь, хотя он до последнего всегда от нас требовал именно самоотдачи, чтобы мы сами могли уже во всем этом разобраться. Зоны комфорта у нас здесь, с одной стороны, нет. То есть мы сюда приехали действительно учиться, на нас возложили большие надежды. Это, я скажу так, одно из немногих таких ярких событий вообще в истории осетинской науки. Я надеюсь, что в будущем, вот сейчас нас двое, это я и, конечно же, мой замечательный товарищ из Северной Осетии, Бетрозов Азамат Асламбекович. Вот мы надеемся, что после нас вот эта вот тропа, она будет уже проторена и пойдут новые исследователи лучше нас, умнее нас. А в целом работа очень интересная, очень интересная. Что еще хочется сказать? Многим кажется, что мы там сидим над этими древними манускриптами, ищем какую-то там потерянную, секретную, даже спрятанную историю осетин, в каких-то подземельях под светом, там, я не знаю, факелов, в окружении угрюмых монахов. На самом деле все достаточно просто. 40% имеющегося фонда Мате-на-Даране, оно уже оцифровано. Не надо копаться в этих древних книгах, потому что многие из них уже со временем сильно устарели, и, понимаете, могут произойти какие-то непоправимые деформации, элементарно они могут превратиться просто в порошок, если их перелистывать. Все уже в цифре, мы работаем спокойно, так как нужно, ищем упоминание Алан, не только древнеармянских каких-то источников, но и в источниках периода Средневековья, нового времени, вплоть до 20 века. Это тоже очень интересно, потому что все почему-то зациклены на древней истории, но упоминание наших предков в древних текстах, оно так или иначе известно, где, когда и что. А вот, например, возьмем 15-16 век, когда Тимур-Ленг вырезал большую часть Алан, им пришлось уйти в горы. И когда мы на какой-то момент вообще исчезли со страниц мировой истории, то вот нам интересно найти, а существует ли упоминание того периода? Ведь все-таки есть определенные лакуны в нашей истории, которые часто приводят к тому, что в исторической среде возникают споры по тем или иным вопросам. Эти лакуны надо заполнять. Что еще мы ищем? Это непосредственно образцы аланской письменности. Даже если они будут сделаны на армянском языке, было бы замечательно их найти. Это просто необходимо, потому что если мы будем верить ряду источников, там, я не знаю, сирийских, например, источников там, 11 века, то аланы имели письменность. Но у нас на руках их крайне мало образцов аланской письменности. О них прекрасно написал в своем труде кандидат филологических наук, наш замечательный ученый Юрий Дицойта. Если кому-то интересно, может почитать. Сейчас мы долго об этом рассказывать. Но мы стараемся, мы будем искать обязательно образцы, в первую очередь, аланской письменности. Или какие-то неизвестные ранее периоды аланской истории и всего, что связано с нашими предками, непосредственно с нами, осетинами. Вот вы сказали, что какая-то группа зрителей вас представляет вот под факелами, да, изучающими древние письмена. Страшно другое, что какая-то группа зрителей может представить, что вы там что-то дописываете и переписываете. Но я так понимаю, что это невозможно. Вы сами сказали, что все оцифровано. Рукописи не горят, как писал классик, поэтому даже если мы попытаемся что-то переписать, что-то дописать, что-то стереть, то у нас все равно ничего не получится, потому что все уже давно известно, и шило в мешке не утаишь. А нам этого и не надо на самом деле, потому что мы, осетины, счастливый народ, нашу историю не надо переписывать. Она у нас такая, какая и должна быть. Нам не нужно ничего придумывать. В основном это удел ущербных и слабых людей, переписывать историю в угоду каким-то своим амбициям. Я считаю, что все-таки слово осетин, оно синонимично слову благородный, честный, порядочный. Поэтому нам этого всего не нужно. Нам главное, как мы исследователи, мы объективны. У нас нет никаких, знаете, таких инсинуаций касательно нашей истории. У нас нет комплексов по этому поводу. Нам этого всего не надо.
То, что мы найдем, а мы обязательно что-нибудь найдем, это будет важно вообще для стеноведения. Потому что, знаете, вот ваш вопрос, он соприкасается с одной такой темой. Людям, они часто думают, что вот нашу историю там переписали, что-то там утаили. Никто ни от кого ничего не утаивает на самом деле. А если бы утаили, то об этом бы никто не говорил, потому что об этом бы никто и не знал. Логично, логично. Поэтому все хорошо, все нормально. Я вам скажу так, здесь в Армении к нам, к осетинам, относятся очень хорошо. Очень хорошо. Не только представители научного мира. Элементарно простые обыватели, когда узнают, что мы осетины, то очень многие из них, кстати, вспоминают, что вот наши предки когда-то имели очень тесные контакты, что вот Сатыник, Ашхен, ну и так далее, и так далее. Даже, скажу так, среди армянских княжеских родов есть, например, один ведущий свое происхождение от Алан. Сейчас вот я хочу более подробно изучить эту тему. Это те аланы, которые пришли с Сатыник. Они дали здесь начало фамилии, насколько я знаю, по одному из источников Аравелянов. Сейчас нужно этот момент более точно уточнить. И вот люди все это знают, они к нам относятся очень хорошо. От нас никто ничего не скрывает. Нам всегда идут навстречу, создают все необходимые условия, помогают всем, чем могут. Ну, мы здесь просто чувствуем себя своими. Вы так обратно возвращаться не захотите? Яков, вы сказали, что это значимое, да? Слоны всегда возвращаются, как говорится, обратно к себе домой, никуда не денешься. Все-таки, когда закрываешь глаза, видишь родные горы и свою родину. Вы сказали, что это такое важное, да, для стеноведения событие, вообще в научной среде очень значимое событие, такая экспедиция научная, можно ее назвать. И это даст возможность, вы не ограничиваете, да, круг той информации, тех сведений, которые вы можете получить. И разные эпохи вы назвали, то есть какие-то белые пятна нашей истории заполнить. Мы вам желаем больших успехов в вашем начинании. Мы гордимся тем, что вы именно этим сейчас занимаетесь. И я думаю, еще больше будем гордиться результатами вашей работы. Спасибо вам. Новых вам открытий. Спасибо. Обязательно. Большое спасибо вам. Всего доброго. Ну что ж, все успели. Самое время. Самое время прощаться. Наше эфирное время истекло. Благодарим вас за внимание. Будьте с нами. До свидания.